На регистратуре выстроилась целая очередь желающих сдать кровь, тем самым отдав частичку себя. Проверив документы и оформив доноров, их проводили в кабинет, где, собственно, и проходит процедура. С раннего утра волонтерами выступил актив партии «Единая Россия». Я являюсь почетным донором, уже долгие годы сдаю кровь, получаю за это бонусы, даже денежное вознаграждение. Уверен, что и в данном случае моя кровь кому-то пригодится и пригодилась. Я стараюсь давать кровь, как я уже говорил, не только по каким-то событиям. Акция приурочена к Национальному дню донора в России, который отмечается 20 апреля. Ежегодно в этот день центры переливания крови получают от десятков желающих безвозмездную частичку жизни для тех, кто в этом действительно нуждается. Пригодится именно тем людям, которым в нужный момент она понадобилась. Можно сказать, попали в такое форс-мажорное обстоятельство, именно этой крови не хватает. Конечно, часто, когда есть необходимость, мы сдаем и в рамках депутатской деятельности партии «Единая Россия» и вообще как сознательный гражданин в этом плане. И я вижу у нас в республике такой активно люди настроены сдавать кровь и помогать там, где она нуждается. 450 мл красной жидкости – это примерно 10% от общего объема крови у человека. В целях безопасности мужчины могут сдавать ее не более 5 раз в год, женщины же не более 4. В центре переливания даже знают номера таких доноров, которые никогда не откажут в гуманитарной процедуре. Мне вчера позвонили, я откликнулась и приехала с утра. У меня есть мальчик тоже сдает кровь. Мы все время приходим сюда, когда надо, и сдаем кровь. Ничего сложного в процедуре нет. У донора берут все необходимые анализы, которые покажут, чистая ли кровь у благодетеля и можно ли ее переливать тем, кому она необходима. В России около 2% населения являются донорами крови. Для того, чтобы обеспечить достаточный запас, необходимо хотя бы 4%. Сегодня каждый из нас может сделать это и спасти жизнь своих сограждан. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз 24.